Сегодня, дорогое дитя, ты получаешь божественное послание. Прежде чем эта неделя закончится, я удивлю тебя множеством благословений. Если ты веришь в Бога, ты испытаешь неограниченное изобилие, крепкое здоровье и процветание. В течение следующих 12 часов поставьте лайк этому видео, и в результате вы получите огромное счастье в виде любви, денег и крепкого здоровья. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы получить эти благословения, дарованные божественной милостью. Я Бог, который умножает благословения, и я хочу обильно благословить вас. Я изливаю на вас свои благословения, поэтому откройте свое сердце и примите их. Напишите 1111, чтобы получить эти благословения. Ибо Бог говорит, что, идя по жизни, вы должны помнить эти слова. Вы находитесь на пути к тому, чтобы стать богаче, успешнее, счастливее и здоровее. Приготовьтесь к взрыву благословений, который превзойдет все ваши ожидания. Я превращу ваш недостаток в изобилие и изменю ваши обстоятельства с недостатка на изобилие. Кроме того, я принесу чудеса, благословения и улучшения, чтобы обеспечить вам процветание и благополучие во всех сферах вашей жизни. Во имя Иисуса я заявляю, что никакой вред или негативное влияние не смогут оказать на ваше здоровье, ваше время, ваши деньги или вашу семью. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить это. Бог говорит, что Он осыплет вас жизнью, наполненной изобилием, прекрасным здоровьем, бесконечной радостью и вечным счастьем. Приготовьтесь, потому что эта неделя будет полна невероятных сюрпризов, которые произойдут в вашей жизни с понедельника по воскресенье. Чудеса произойдут во всех сферах вашей жизни, ваши слезы станут слезами радости, боль сменится исцелением, а трудности откроют путь к изобилию благословений. Сохраняйте веру в силу исцеления и позвольте моей любви окутать вас, моей благодати поднять вас, а моему присутствию утешить вас на всем вашем пути. Мое чудесное прикосновение отразится на всех аспектах вашей жизни, включая финансы. Я открою двери, которые принесут в вашу жизнь судьбоносные преобразования. Откройте себя и примите обильные благословения, которые вот-вот хлынут на вас. Если вы слушаете это послание, я верю, что вы вступаете в сезон великого изобилия и безграничной любви. Это время чудес и благословений, которые притягиваются к вам. Напишите 1010, чтобы заявить об этом во имя Иисуса. Господь говорит: «Мое дорогое дитя, Он посылает тебе изобилие любви, мира и чудес». Откройте широко руки и примите их, пусть они наполнят вас надеждой, радостью и непоколебимой верой. Бог обещает в ближайшие дни осыпать вас благословениями, превосходящими ваше воображение. Будьте воодушевлены и готовы принять удивительные чудеса в своей жизни. К концу этой недели ваша жизнь будет переполнена обильными благословениями, а все тревоги и страхи останутся позади. Вскоре я удивлю вас изобилием чудесных вещей. Приготовьтесь к неограниченному богатству, отличному здоровью и большому процветанию. Оставьте в прошлом разочарование, стресс и бессонные ночи, которые одолевали вас, ибо скоро им придет конец. Вместо этого я наполню ваше существо миром,
любовью, исцелением и обильными благословениями. Приготовьтесь, ибо Бог вот-вот устранит все негативные влияния и отрежет все пути, ведущие к разрушению. Напишите 1212, если вы готовы, и поделитесь этим видео со своими близкими. Сегодня я заявляю, что во имя Иисуса ничто из того зла, которое направлено против вас, будь то здоровье, время, деньги или семья, не будет иметь успеха. Вы перейдете от чувства переполненности и усталости к чувству изобилия и наполненности. История вашей жизни вот-вот изменится, наполнится удачей и возможностями. Вскоре Бог избавит вас от боли, забот и неприятностей, а вместо них даст вам крепкое здоровье, счастье и мир. Доверьтесь невидимому, верьте, что все будет хорошо, и приветствуйте новый сезон благословений, который ожидает вас. Бог обещает восстановить каждую поврежденную часть вас, даровать вам полное исцеление, как физическое, так и эмоциональное. Приготовьтесь к сезону прогресса, когда ваши молитвы будут услышаны, и вы переживете великие победы вместе с вашими близкими. Иисус заверяет вас сегодня, что Он даст вам силы преодолеть трудности, наполнит вашу жизнь радостью и положит конец всем периодам засухи, которые вы пережили. Благословение, исцеление, любовь, новые возможности и благосклонность придут к вам в ответ на ваши молитвы. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, я хочу выразить свою благодарность за то, что Ты создал меня и любишь меня без всяких условий. Я бесконечно благодарен за жертву Иисуса, который умер, чтобы спасти меня от моих грехов. Я признаю и прошу прощения за те случаи, когда я принимал решения, противоречащие Твоим учениям и принципам. В подтверждение этого напишите «Спасибо, Бог». Господь Иисус говорит, что как христианин вы имеете внутри себя Святого Духа, дающего вам утешение и силу. Если вы чувствуете себя подавленным, обратитесь к Иисусу через молитву. В своих молитвах просите Бога войти в ваш дом, избавить вас от забот и проблем, защитить и исцелить вашу семью. Изобилие чудес вливается в вашу жизнь с неостановимой скоростью. Следующие 3 дня будут наполнены невероятными благословениями, необыкновенными событиями и прорывами, превосходящими ваше воображение. Бог разрушает все негативные циклы, которые тянули вас вниз. Вы вступаете в новый сезон свободы, изобилия и процветания. Что бы ни замышляли против вас враги, всегда помните, что Господь, ваш Бог, рядом с вами, защищает и направляет вас. Пусть Бог заберет все ваши заботы, боль и неприятности и заменит их крепким здоровьем, счастьем и внутренним покоем, который невозможно постичь. Бог активно посылает чудеса, благословения и улучшения специально для вас. Он хочет, чтобы вы испытали исцеление и восстановление в различных сферах своей жизни. Помните, что у вас есть Небесный Отец, который является вашим главным кормильцем. Он глубоко любит вас и желает для вас самого лучшего. Доверьтесь Ему и верьте, что Он сдержит свои обещания. Вы не одиноки в своих трудностях, потому что Бог рядом с вами, готовый дать вам силу и поддержку, когда вы больше всего в этом нуждаетесь. Напишите «Бог со мной».
Бог говорит, что вас очень любят и ценят. Будьте уверены, что я всегда буду рядом, чтобы радоваться вашим победам и утешать вас в минуты печали. Рука Бога сейчас восстанавливает упущенные возможности и время, принося в вашу жизнь благословение изобилия, крепкого здоровья, радости и счастья. Заявите с уверенностью: «Сегодня я готов принять избыток любви, исцеления и изобилия, которые принадлежат мне по праву». Я верю в чудесное исцеление всей моей семьи и верю, что чудеса произойдут тогда, когда мы в них больше всего нуждаемся. Приближается удивительная возможность, которая изменит вашу жизнь. Ваше финансовое положение быстро улучшится, и вы сможете без проблем оплачивать свои долги и счета. Бог взял все мои заботы, проблемы, страхи и неуверенность и отдал их вам. Пожалуйста, дай мне силы, направь меня и помоги мне ясно видеть вещи. Дорогое дитя, обрети покой, ибо я уже работаю над твоим благословением. Я преобразую все негативные ситуации вокруг тебя. Я благословлю тебя и твоих близких и исцелю твою боль. Не забывай о вере, потому что Бог на твоей стороне. Чудеса уже происходят, и ваша жизнь скоро изменится к лучшему. Напишите 2121, чтобы заявить об этом. Любовь Бога к вам безусловна и бесконечна. Неважно, какие ошибки вы совершили. Как пастух заботится о своих овцах, так и Бог заботится о вас. Он принесет вам мирные и радостные переживания. У Бога есть планы на вашу жизнь, которые больше, чем вы можете себе представить. Доверьтесь Ему и Его идеальному времени. Он способен сделать невозможное возможным, принести свет во тьму и исцелить ваше сокрушение. Помните, дорогие, что Иисус, мой возлюбленный Сын, является источником жизни с избытком. Те, кто ищет Его с открытым сердцем, никогда больше не почувствуют голода или неудовлетворенности. Я занимаюсь тем, что преображаю их жизнь, совершая чудеса, непостижимые для человека. Уже сейчас, за кулисами, я превращаю ваши печали в радость, а вашу бедность – в богатство. Возлюбленные дети, не теряйте веры, ибо я всегда рядом. В этот момент размышлений и общения с Богом давайте продвинемся еще дальше по нашему духовному пути. Давайте углубим наше понимание божественной благодати и бесконечного милосердия Бога, которое непостижимым образом окружает нас. В минуты покаяния будем помнить, что «спасибо, Диос» — это не просто выражение благодарности, а признание дара божественного прощения. Постоянное присутствие Святого Духа в нашей жизни — это неиссякаемый источник силы и утешения. Через молитву и размышление над Словом Божьим мы можем укрепить наши отношения с Иисусом, нашим Спасителем. Давайте пригласим Его присутствие не только в наши дома, но и в наше сердце, чтобы Его свет рассеял всякую тьму. Божьи обетования о благословениях и чудесах лежат перед нами, как безграничный горизонт возможностей. Наша вера – это ключ, открывающий дверь в этот сезон изобилия и процветания. Пусть каждое испытание, с которым мы сталкиваемся, станет возможностью укрепить нашу веру и приблизить нас к Богу.
На нашем пути мы будем сталкиваться с противостоянием и невзгодами, но, уповая на Божью защиту, мы останемся непоколебимыми. Наши заботы и невзгоды мы вверяем Божьему попечению, а взамен получаем Его неизреченный мир, превосходящий всякое понимание. Давайте с уверенностью провозгласим «Диос está conmigo», Бог со мной, напоминая себе, что мы не одиноки в своих трудностях. Безусловная любовь Бога к нам – это опора нашей веры. При каждой победе, при каждом преодоленном препятствии Бог радуется вместе с нами, потому что мы – Его возлюбленные дети. Когда слезы заливают наши глаза, давайте помнить, что Он рядом, чтобы вытереть их. Когда мы принимаем обещание переполнения любовью, здравомыслием и изобилием, мы также делимся этой любовью с окружающими нас людьми, распространяя Божий свет. Двигаясь вперед, мы знаем, что преобразования идут полным ходом. Возможности, которые открываются перед нами, свидетельствуют о верности Бога в нашей жизни. Наше финансовое положение соответствует Его воле, что позволяет нам без проблем выполнять свои обязательства. Мы верим, что Он уже действует от нашего имени, превращая неблагоприятные обстоятельства в захватывающие триумфы. Так давайте же сохранять веру, ведь Бог – автор наших историй, и Он только начинает писать самые невероятные главы. Те, кто ищет Его с открытым сердцем, обретут долгожданное духовное насыщение и больше никогда не будут чувствовать себя пустыми и неудовлетворенными. Наш духовный путь – это дорога, освященная божественной благодатью, полная чудесных открытий и духовных приключений. Пусть мы продолжим делиться с миром Божьей любовью и светом, ибо Его обещания вечны, Его благодать достаточна, а Его любовь безгранична. Пусть это путешествие приблизит нас к Богу, автору и завершителю нашей веры, в руки которого мы полностью вверяемся. Примите чудеса, которые я готов вам подарить. Откройте свои сердца и с непоколебимым доверием примите изобилие, которое вас ожидает. Позвольте моей любви преобразить все аспекты вашей жизни. Идите с уверенностью, зная, что я рядом с вами и веду вас к вашей божественной цели. Пусть это послание благословит вас и приблизит к ощущению моего божественного присутствия. Цените все хорошее, что приходит к вам, как текущая река. Это подарки от того, кто вас очень любит. Позвольте моей благодати, способной изменить вас к лучшему, коснуться каждой части вашей жизни. Когда вы предадите мне свои тревоги и страхи, я заменю их миром и непоколебимой верой. Напишите 222 слова в подтверждение этого. Бог говорит: помни, что ты никогда не останешься один на этом жизненном пути. Я всегда с вами, иду рядом с вами на каждом шагу. Когда вы счастливы, празднуйте и благодарите, зная, что я – источник всех благ. Когда вам грустно, найдите утешение в моих любящих объятиях, ибо я могу исцелить ваше израненное сердце, если вы откроете свои сердца для принятия. Приготовьтесь к сверхъестественным переменам во всех сферах вашей жизни, от работы и финансов до здоровья и отношений. Я готов обильно благословить вас, но вы должны присоединиться ко мне в молитве, согласовывая свои желания с моей божественной волей. Дорогой Бог, мы смиренно благодарим Тебя за то, что Ты ввел нас в месяц июнь.
С благоговением мы просим Тебя о защите наших семей и близких. В течение этого месяца, дорогой Господь, охраняй нас от бед и невзгод. Ты – источник изобилия и процветания, поэтому, как бы кто ни старался нанести нам материальный ущерб, помни, что Ты защитишь наше благополучие. Ты всегда следишь за нами, направляя нас к радостной и благополучной жизни. Вступая в новую неделю, приготовьтесь к прекрасным моментам счастья, благословениям от замечательных людей и необыкновенным результатам. Я здесь, чтобы вести вас по этому пути, принося вам радость и удовлетворение. Помните, что я – Бог чудес. Когда вы чувствуете себя подавленным и считаете, что все надежды потеряны, я могу вмешаться и послать чудо, чтобы поднять ваш дух. Доверьтесь моему идеальному времени, поскольку я постоянно работаю за кулисами, чтобы организовать чудеса от вашего имени. Напишите 333, если вы доверяете Богу. Во времена нехватки и бедности верьте в меня. Я обладаю силой, способной превратить ваш недостаток в изобилие, а вашу борьбу в победу. Я избавлю вас от долгов, полностью оплачу ваши счета и изменю ваше финансовое положение. Поймите, что я единственный Бог, и нет другого посредника между мной и человечеством, кроме Иисуса Христа. Бог утверждает, что всего за 6 месяцев ваша жизнь может существенно измениться, что повлияет на ваше финансовое, умственное и эмоциональное состояние. Когда начнется новая неделя, вы окажетесь в таком положении, что вам больше не придется бороться или занимать деньги. У вас всегда будет изобилие денег, которых с лихвой хватит на счастливую и благополучную жизнь с непоколебимой верой и упованием на Бога. В вашей жизни произойдет невероятная трансформация, вы перейдете из состояния угнетения в состояние изобилия, где царят удача, чудеса и радость. Во имя Иисуса я отменяю любое проклятие или вредоносное влияние, направленное против вас. Я прошу покрыть кровью Иисуса все, что касается вас, и провозглашаю Божью праведность против ваших врагов, во имя Иисуса. Напишите 1212 для подтверждения. Бог хочет, чтобы сегодня вы помнили 3 важные вещи. Во-первых, всегда доверяйте Ему, ибо Он проведет вас через этот период жизни и восстановит то, что сломалось. Во-вторых, знайте, что Бог уже действует в вашей жизни, преобразуя негативные ситуации в позитивные, благословляя вас и вашу семью и исцеляя вашу боль. В-третьих, Бог даст вам силы продолжать, когда вы почувствуете, что не можете. Он принесет вам радость, когда вы чувствуете уныние, и откроет пути, когда все кажется невозможным. Вы вступаете в сезон чудес, где будут происходить одна победа за другой и постоянные прорывы. Отпустите и позвольте Богу справиться с этим. Отдайте свои проблемы Богу и позвольте Ему справиться с ними. Отпустите свою боль и позвольте Богу исцелить вас. Отпустите свои страхи и позвольте Богу поддержать вас. Отпустите свои заботы и позвольте Богу благословить вас. Многие чудеса приходят в вашу жизнь с неостановимой скоростью. Следующие 3 дня будут наполнены невероятными благословениями, чудесами и открытиями. Напишите 2121, чтобы заявить о чуде.
Бог говорит, что вы никогда не будете одиноки в этом путешествии. Господь обещает, что Он всегда с вами. Он будет сражаться в ваших битвах и успокоит любую бурю. Он наполняет вашу жизнь радостью и прочным миром. Бог совершает для вас положительные перемены, меняет ваши медицинские карты, кредитные истории, остатки на счетах, почтовые индексы и домашние адреса. Бог посылает вам благословения и чудеса. Все негативное, что было причиной ваших слез на протяжении многих лет, исчезнет и сменится смехом, счастьем, любовью и благословениями. Бог хочет, чтобы вы знали, что даже когда вы устали, обессилели и ослабли, Он всегда будет вашей вечной силой. Бог говорит, что небеса откроются и Его благословения изольются на вас, питая ваш труд и удовлетворяя ваши нужды. Его слова в этом послании несут надежду, вдохновение и веру. Примите чудеса, которые вас ожидают, ибо это божественные дары на вашем пути. Откройте свое сердце, чтобы принять и поверить в прекрасные возможности, которые открываются перед нами в июне. Я благословляю вас и вашу любимую семью. Пусть этот месяц принесет изобилие возможностей и сверхизобилие добра с непоколебимой верой. Отдавайте себя во имя Иисуса. Какие бы неприятности ни окружали вас, вы не будете страдать, ибо славное присутствие вашего Творца всегда будет проявляться в вашей жизни на протяжении всего 2023 года. Будь уверена, мое дорогое дитя, что я всегда начеку. Я вижу твои слезы и слышу твои молитвы. В самые мрачные моменты я не молчу. Я вижу тебя, слышу тебя и избавлю тебя от отчаяния. Примите этот сезон, который ждет вас впереди, ибо это сезон обильных благословений и безусловной любви. Пусть это послание найдет глубокий отклик в ваших сердцах, принесет надежду, силу и новую веру. Верьте в меня, ибо я вечный Бог, который рад покрыть вас безмерными благословениями. Тем из вас, кто столкнулся с финансовыми трудностями, я хочу сказать, что вы станете невероятно богатыми. Деньги будут притягиваться к вам, даже если вы не будете прилагать к этому усилий. Вы, мои дорогие дети, и я хочу покрыть вас обильными благословениями во имя Иисуса. Я молюсь. Аминь. Благосклонность Господа откроет для вас нужные двери. Если вы верите в Бога, покажите сегодня, что вы на правильном пути и что все течет в вашу пользу. Пусть знаки будут ясными и очевидными. Напишите 222, если вы согласны. Ваша связь с сознанием ангела принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное Сознание защищает и направляет вас. Вы вступаете в новый сезон, когда все начнет складываться в вашу пользу после того, как вы выучите достаточно уроков, преодолеете трудности и сохраните веру даже в трудные времена. Настало время получать в изобилии. Напишите «да», чтобы получать. Бог говорит, что скоро перед вами откроется новая возможность. Испытания, с которыми вы столкнулись, скоро закончатся. Вы получите поток возможностей и благословений, которые проложат ваш путь.
Будьте терпеливы, верьте, это вопрос времени. Напишите 11:11, чтобы заявить об этом. Бог заверяет вас, что все будет хорошо, потому что Он полностью контролирует ситуацию. Расслабьтесь и позвольте Ему завершить то, что Он уже начал в вашей жизни. Верьте в Его доброту и милосердие не только на основании того, что говорят другие, но и на основании того, что вы испытали лично. Напишите «да», если вы верите. Бог не завел вас так далеко, чтобы оставить в разгар бури. Будьте готовы, потому что все, чего вы желаете, сбудется, причем быстрее, чем вы можете себе представить. Напишите «Я готов». Наш путь в этой жизни соткан из нитей веры и надежды, и по мере того, как мы идем вперед, наши благословения умножаются. Представьте себе на мгновение, как дни впереди превратятся в бесконечные чудеса. Каждый ваш шаг будет направляться божественной рукой, а каждое испытание станет возможностью, замаскированной под рост. Сегодня я приглашаю вас открыть свое сердце и сказать вслух: «Я готов принять все, что Бог приготовил для меня». Послания, которыми мы сегодня поделились, это маяки света на вашем пути, напоминание о том, что вы никогда не бываете одиноки и что благословения постоянно текут в вашу сторону. Поэтому, когда вы обращаетесь к небу в поисках ответов, помните, что звезды, сияющие в ночи, это отражение безусловной любви Бога к вам. Бог глубоко любит вас, и Его любовь вплетена в каждую ниточку вашего существа. Во времена неопределенности помните, что вы – любимое дитя Бога, и Он всегда действует на ваше благо. Обетования, данные в этом послании, свидетельствуют о Его непоколебимой преданности вам. Так что идите вперед, принимайте этот новый день и каждый последующий. Идите с гордо поднятой головой, зная, что вас ведет высшая сила. Когда солнце поднимается над горизонтом, а птицы поют свою сладкую мелодию, пусть ваше сердце наполнится благодарностью за грядущие благословения. Напишите «Аминь», чтобы запечатлеть эти слова в своем сердце и в своей судьбе, ведь вы – божественное творение, и ваша жизнь призвана свидетельствовать о Божьей милости и любви. Аминь. Пусть эти слова станут отзвуком вашего сердца, символом вашей непоколебимой веры в божественный план, разворачивающийся перед вами. Двигаясь вперед, осознайте, что каждый шаг, каждое испытание и каждое достижение взаимосвязаны в прекрасном гобелене вашей жизни, сотканном из нитей божественного замысла и любви. Двигаясь вперед, позвольте своей вере укорениться, подобно корням крепкого древнего дуба, уходящим в землю. В моменты сомнений вспоминайте слова Псалма 46:10: «Успокойтесь и познайте, что я Бог». Спокойствие и уверенности вы найдете в себе силы противостоять любой буре. Ваш путь уникален, и Бог наделил вас особыми дарами и способностями для выполнения вашей миссии на земле. Каждое испытание – это возможность для роста, а каждое благословение – напоминание об изобилии божественной благодати. Пусть ваша жизнь будет живым свидетельством веры, которую вы носите в своем сердце. Отправляясь в это путешествие, будьте уверены, что чудеса будут продолжать происходить в вашей жизни. Напишите «Я верю», чтобы закрепить это утверждение в своем сердце и на небесах.
Ваша вера – это маяк света среди тьмы, и Бог каждый миг направляет ваши шаги. Пусть этот новый день встретит вас полным надежды и решимости. Пусть каждая трудность станет возможностью для роста, а каждое благословение – поводом для благодарности. Пусть Божья любовь всегда окружает и поддерживает вас. Ваша история пишется буквами любви и благодати, и я уверен, что последующие главы будут еще более удивительными. Бог говорит, что вы получите любовь и мир в своей жизни. Вы недавно влюбились в кого-то, возможно, в старого друга или бывшего. Вы всегда идеально подходили друг к другу, а теперь, похоже, между вами что-то растет. Вы оба чувствуете одно и то же и наслаждаетесь обществом друг друга. Эти отношения окажутся действительно прекрасными для вас обоих. Будут праздники и качественное время, проведенное вместе. Эти отношения – то, чего вы всегда хотели. Примите этого человека в свою жизнь с распростертыми объятиями и открытым сердцем. Я желаю вам всего наилучшего на этом новом пути. Бог говорит, что нужно относиться к людям с уважением и любовью. Будьте внимательны к трудностям, с которыми они сталкиваются. Наслаждайтесь этой жизнью, благословляя других. Дорогой будущий муж или жена, я молюсь о том, чтобы тебя окружала любовь Иисуса. Сегодня я терпеливо ожидаю твоего приезда и готовлюсь к нему. Во время этого процесса мне не терпится узнать все причины, по которым это ожидание стоило того. Я люблю тебя. Сейчас вы получите хорошие новости. Бог решает вашу ситуацию, и вы вступаете в сезон благословений. Вы получите уведомление, когда что-то изменится в вашу пользу. Будьте готовы к этому. Бог открывает великую дверь, чтобы благословить вас. Вот послание Господа, Он пошлет впереди вас ангела, который защитит вас и приведет в место, которое Он для вас приготовил. Он посрамит тех, кто выступает против вас. Помазанная рука поднимется против твоих противников, и все твои враги будут побеждены. Милость – это то, что Бог дает нам, хотя мы этого не заслуживаем. Милосердие – это когда Бог избавляет нас от того, что мы заслуживаем, а благословение – это когда Бог сочетает и то, и другое. У нас никогда нет причин благодарить Бога. Бог благ всегда. Пишите «Аминь». Бог поднимет вас на новый уровень в вашей жизни. Готовьтесь, лучшее еще впереди, и вы получите в 10 раз больше, чем потеряли. Заранее поздравляю. То, о чем вы молились, придет, то, о чем вы молились, произойдет, и все сложится так, что вы будете удивлены. Бог на вашей стороне, ваш упорный труд будет вознагражден, вы добьетесь успеха и осуществите свои цели и мечты. Святой Дух говорил со мной, и я верю, что это слово для вас. Он говорит, что вы больше не будете продолжать цикл борьбы за борьбой. Сейчас вы вступаете во время победы за победой и благословения за благословением. Приготовьтесь ощутить Божью благосклонность в сезон успеха и цели. Слава Иисусу! Благая весть идет к вам.
Когда вы получаете признаки того, что находитесь на правильном пути, подтвердите это, написав 1010. Благословения и благоприятные возможности сами придут к вам. Вам не нужно гнаться за ними, Бог сделает так, что они сами найдут вас. Вас ждут новые благословения, продвижение по службе, исцеление и позитивные перемены. Благодарите Бога за то, что вас ждет, и живите с радостным ожиданием своего будущего. Вселенная знает о ваших желаниях и постоянно работает над тем, чтобы приблизить их к вам. Благословения проявляются тогда, когда вы предоставляете их в божественное время. То, что вы желаете, появится, когда вы перестанете беспокоиться о том, как это сделать, и это придет лучше и быстрее, чем вы можете себе представить. Доверьтесь, будьте терпеливы и позвольте своим мечтам сбыться. Бог говорит вам сегодня, что Он услышал ваши молитвы и чувствует вашу боль. Даже если вы чувствуете себя подавленным, измученным и беспокоитесь о будущем, будьте уверены, что все будет хорошо. Он восстановит то, что сломано, и не позволит вам столкнуться с испытаниями, если для этого нет цели. Помните, что Бог использует трудные времена для вашего блага. Доверьтесь Ему, когда в вашей жизни царит беспорядок, а вещи становятся слишком тяжелыми. В свое время Он сделает все прекрасным. Если бы вы могли увидеть радость и удовольствие, которые придут после этой ужасной главы, вы бы радовались. Даже если вам трудно и вы не ожидали, что окажетесь там, где находитесь сейчас, вас, как Дитя Божие, ждет столько красоты после этой долгой борьбы. Вас ждет прекрасная награда. Нужно только подождать, чтобы увидеть ее. Примите этот новый сезон. Помимо страха и неуверенности, с этим новым началом связано особое благословение. Примите эту неопределенность, потому что она ведет вас в прекрасное место. Бог защищал вас от того, что могло бы украсть, убить и уничтожить. Даже если вы могли чувствовать себя отвергнутым, помните, что у Бога есть план для вас. Напишите, чтобы получить эти благословения сегодня. Если вы находите наш контент вдохновляющим, мы приветствуем ваши положительные отзывы. Мы поддерживаем ваше взаимодействие, ставя лайк, делясь и подписываясь на наш канал.